Накануне в Ленском речном порту прошло торжественное открытие очередной 59-й навигации. В церемонии приняли участие руководители производственного управления «Алмаздортранс», автотранспортных предприятий и представители смежных организаций. Сергей Евсиков продолжит тему. На причальной стенке тишина. Портовые краны замерли в ожидании погрузки. Но уже через полчаса здесь зазвучат привычные для этих мест команды стропольщиков, звон цепи парашюток и звуки клаксонов автомобилей. Через 30 минут начнется очередная голубая страда, и ввысь взметнется символичный флаг предюбилейной 59-й навигации. Навигация в этом году начинается у нас чуть раньше. Не чуть, она 15 дней раньше по отношению к прошлому году. Я что могу пожелать вам и вашему коллективу? Безаварийной работы, удачной, хорошей навигации, максимально большое количество судов и выполнение нашего плана, который нам доведен. И я думаю, что мы его выполним и перевыполним. Удачи и слаженности в работе всем участникам навигации пожелали представители смежных предприятий, снабженцы УМТС и транспортники управления. Пожелать всем нам вместе слаженной работы, чтобы мы работали в унисон, прислушиваясь друг к другу. Ленский речной порт заверил тесный круг участников навигации о своей полной готовности, лишь бы была полноводная река. Ленский речной порт со стопроцентной готовностью подошел к этой навигации. Полностью готовы причалы, механизмы, транспорт. Сейчас остается пожелать только безаварийной работы всем, стабильной работы, и главное, большой воды. По традиции капитану судна, первому вставшему под разгрузку, вручен символический ключ открытия навигации. В этом году путь первопроходцев был нелегкий. Из-за состояния малых рек существовал запрет на ход, но помогли опыт и профессионализм. Вы сами знаете, что вся река прошла от Осетрова до сюда, идет по сухому, нету воды. Бодайбо стоит, вот нам запретили идти. Грубо говоря, опыт, уважение позволили мне рискнуть. И риск оправдал себя. Судно на месте, и по факту события под гимн Российской Федерации флаг навигации поднят. В прошлом году из-за малой воды летняя кампания была не самой продуктивной. Что будет нынче, покажет время.